В Ижемском районе вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Пригородные сообщения на 2%, междугородние на 21%. Об этом рассказал глава района в ходе прямой линии на Юргане. Транспортные перевозки субсидируются и региональным, и муниципальным бюджетом. Однако подорожание обоснованное, так как тариф в районе не повышался с 2011 года. Кроме того, Игорь Норкин сообщил о планах постепенно обновлять пассажирский автопарк. Сейчас готовится аукцион на покупку более вместительного ПАЗа на маршрут Челябинск-Ижма. Также в районе планируется уже в сентябре открыть пункты для технического осмотра автотранспорта, пока владельцам приходится ездить в Ухту. Тоже злободневный вопрос. По той лишь причине, что у нас и школьные автобусы тоже ездят проходить техосмотр в Ухту. И не всем это комфортно, и не всегда это удобно. Плюс еще большое расстояние надо преодолевать. Этой задачей мы были озадачены в 2021 году, выделили денежные средства на приобретение оборудования через жилуправление. Оборудование приобретено, вопрос стал за малым. То есть надо подготовить было здание, помещение, где станция технического осмотра будет работать. Смотрели несколько вариантов. На сегодняшний день остановились на том, что будем использовать ангар АТП, автотранспортное предприятие. Жители Ижмы знают, где это находится. Руководитель Ижемского района рассказал Юргану о планах строительства социальных объектов. Школа в Ижме по графику будет открыта в 2024 году. Пока дети учатся в 2 смены, так как один корпус закрыт. Готова проектно-сметная документация на лыжную базу в Ижме. Нынешняя пришла в негодность. Кроме того, Игорь Норкин намерен обратиться в Минстрой Коми по дофинансированию программы переселения из ветхого жилья. На нынешнем этапе необходимо переселить 16 семей. Принято решение строить новые дома. Однако заложенная в программе стоимость строительства 57 тысяч рублей за квадратный метр – это только 2/3 от реальной цифры, а приобретать жилье на вторичном рынке нецелесообразно, имеющийся жилфонд весь устаревший.